Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмиллах, альхамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллах. Мы с вами продолжаем уроки поминания Всевышнего Аллаха. И на прошлом уроке мы с вами продолжили, и сегодня, иншаллах, продолжим пользы поминания Всевышнего Аллаха. И, если вы помните, мы приводили хадисы, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил нам, что каждый раз, когда мы возвеличиваем Всевышнего Аллаха, когда мы Его восхваляем, говорим, произносим всем известные слова «Субханаллах», «Альхамдулиллах», «Аллаху Акбар», каждый раз, когда мы произносим эти слова, милость Аллаха, Аллах по милости своей, Он дарит нам деревья, иншаллах, в наших будущих садах, то есть в раю. И поэтому мы с вами говорили про Ибрахим, алейхиссалям, как Ибрахим через нашего в ночь переселения Исра, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, встретился с Ибрахимом, алейхиссалям, он обратился к нашему пророку и сказал: «Ахри умматака минни салям», то есть передай своей умме от меня салям, потому что мы каждый раз ему салям передаем, так ведь? Через наши дуа, зикры во время намаза. «Ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид», так ведь? И он сообщил нам, ахбирхум, то есть сообщи своей умме, обрадуй их, что почва в раю очень плодородная, то есть она благая, баракатная, и воды там чистые, и ва аннаха кайган, и что райские сады, райская земля, она ровная, она является равниной ровная, да? Ва анна гирасаха, и сообщи своей умме, что насаждения райские — это слова «Субханаллах», то есть предчист Аллах от всех недостатков, «Вальхамдулиллах», и вся хвала Всевышнему Аллаху, «Валя иляха илляллах», и нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, «Валлаху акбар», и Аллах велик. И вот эти слова, они являются насаждениями, то есть это те маленькие ростки деревьев, которые мы сажаем у себя, иншаллах, в саду. И привели несколько других хадисов. Субханаллахи ва бихамди ман каля, и кто скажет Субханаллахи ва бихамди, то есть пречист Аллах и вся хвала Ему, гурисат лаху нахлатун фил джанна. То есть каждый раз, когда он будет говорить вот эти слова Субханаллахи ва бихамди, то будет посажена пальма, то есть не такая пальма, она просто называется пальмой. Если мы в Коране читаем или в хадисах видим, может быть, знакомые для нас названия деревьев, названия плодов, да, это не значит, что они будут такими. Нет, это будут совсем другие деревья, это, у них листья будут другие, стебель будет, ветки будут другие, и, конечно же, плоды будут другими. Потому что все, что в раю, оно другое. То есть то, что глаз не видел, то, что никогда в голову нам, даже во сне мы не можем это увидеть, даже в мечтах мы не можем вообразить, какие там плоды. Но чтобы понять, что это тоже плоды, Аллах дает нам название, знать название. Но они только названия. На самом деле, если гурисат лаху ан-нахля, то есть если в хадисе говорится, что посажена будет пальма в раю для него, то это не там... Какая пальма? Там бананы будут, это финики или еще что-то. Это будет райское дерево. Или как, например, в другом хадисе Субханаллахи азим. Даже когда во время рукуга, мы это сколько раз повторяем, да? Субханаллахи азим. То есть предчист Аллах великий. Набата лаху гарасан фил джанна. Каждый раз, когда он будет говорить эти слова, то Аллах вырастет ему дерево в раю. Поэтому, дорогие братья, каждый раз, вот когда мы повторяем эти слова,
Вот природа человека такова, что мы привыкаем к этим словам. И уже эти слова, они теряют ценность. То есть мы там, когда вот слушаешь, как братья некоторые там зикр делают, да, после намаза, там 33 раза субханаллах, альхамдулиллах, Аллаху акбар, там, он даже сам не знает, что он говорит. Он привык там, он забыл, так, где? Все, ладно, хоть этот. Он до конца доходит или по пальцам, или по щеткам, да. То есть каждый раз, когда мы говорим, мы должны чувствовать. Мы должны чувствовать вот какие хадисы, которые радуют нас. Машаллах. Ты сказал великое слово, и за это слово Аллах возблагодарил тебя, посадил дерево в раю, а ты даже не знаешь, о чем ты говоришь. Поэтому каждый раз, когда мы говорим «Субханаллах», мы должны проводить это через сердце. Пускай будет подольше. Да? Если ты куда-то спешишь, можешь дороги где-то говорить, так ведь? Но или там перед сном мы знаем, да, «Субханаллах» 33 раза, «Альхамдулилля» и 34 раза «Аллаху акбар». Каждый раз, неважно, где мы, после намаза, в дороге, да, когда мы говорим вот эти слова, восхваление Всевышнего Аллаха, прославление, тот же истигфар, когда просим у Аллаха прощения, астагфируллах, да, возвеличиваем Аллаха, надо, чтобы эти слова проходили через сердце, чтобы мы понимали, что вот они, какие великие слова. Ты сказал одно слово, Аллах посадил одно дерево. Машаллах. Поэтому очень важно проводить это через сердце. И сегодня продолжим. Иншаллах, постараемся 5 польз. Новые пользы поминания Всевышнего Аллаха, опираясь на аяты и хадисы. Следующая польза. Воистину, поминание Всевышнего Аллаха является причиной того, что Всевышний, Он будет подтверждать правоту своего раба. Каждый раз, когда мы поминаем Аллаха, мы говорим «Субханаллах», мы говорим «Альхамдулилля», мы говорим «Аллаху акбар», мы говорим «Бисмилля», мы говорим «Астагфируллах», то есть восхваляя Всевышнего Аллаха, прославляя Его, мы сообщаем всем себе, или же, можно сказать, объявляем, что Аллах, у Аллаха есть достойнейшие атрибуты, Его качества, которым присуще только совершенство. Мы говорим «Субханаллах», всем говорим, что Аллах пречист от всех недостатков, и у Него не может быть никаких недостатков в Его атрибутах, в Его деяниях. Мы говорим «Альхамдулилля», что вся хвала только Аллаху. То есть Аллах достоин всей похвалы. Поэтому мы сообщаем, мы объявляем. И каждый раз, когда мы это говорим, кто подтверждает наши слова? Сам Всевышний. Сам Всевышний подтверждает слова своего раба. Может быть, те, которые слушают нас, могут не согласиться с нами. Когда мы говорим «Ля иляха илляллах», когда мы говорим «Аллаху акбар», Аллах велик, когда мы говорим «Субханаллах», Аллах не имеет никаких недостатков. Может быть, кто-то не согласен, но кто подтверждает правдивость наших слов? Сам Аллах Всевышний. Сам Всевышний Аллах подтверждает наши слова, и когда Аллах будет подтверждать слова, подтверждать своего раба, иншаллах, у него будет огромная возможность, шанс, да, надежда, что в судный день он не будет воскрешен из числа кого? Лжецов. И иншаллах, у него есть огромная надежда, что он будет воскрешен из числа праведных. Праведных, потому что сам Аллах, альхамдулилля, подтверждает правдивость его слов. Далиль. В сборниках хадисов Ибн Маджа, Тирмизи, Ибн Хиббан, Хаким передается от Аниль Агар Аби Муслим. Агар Абу Муслим передает, что он видел и слышал, как Абу Хурайра, радийаллаху анху, и Абу Саид аль-Худри, два сподвижника, которые свидетельствовали, которые видели и свидетельствовали, что они слышали следующие слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ида каля аль-абд», когда раб говорит «Ла иляха илляллаху валлаху акбар», нет
божества достойного поклонения, и Аллах велик, Всевышний говорит, Якулу Аллаху табарака ва тааля, Всевышний говорит, Садака абди, мой раб сказал правду. Альхамдулилля, Аллах подтверждает его слова. Садака абди, мой раб говорит правду, ла иляха илля ана, ва ана акбар. Действительно, нет божества достойного поклонения, кроме меня, ва ана акбар, и я великий. То есть он сказал, Аллах подтвердил его слова. Ва иза каля, и когда раб говорит, ла иляха илляллаху вахдаху, нет божества достойного поклонения, вахдаху, и он один, больше нет никого таких. Аллах говорит, садака абди, мой раб говорит правду. Мой раб говорит правду, ла иляха илля ана, действительно нет божества достойного поклонения, кроме меня, вахди, и я один. Я один, больше нет таких, я один. Ва иза каля, и когда раб говорит, ла иляха илляллаху, ла шарика ля, нет божества достойного поклонения, ля шарика ля, и нет у него сотоварища. Нет, никто не может быть равен ему, ни в его качествах, ни в его деяниях, ни в его величии. Ля шарика ля, нет у него сотоварища. Всевышний говорит, садака абди, мой раб сказал истину. Ла иляха илля ана, нет божества достойного поклонения, кроме меня, ля шарика ли, и нет у меня сотоварища. Нет никого равного мне. Ва иза каля, и когда раб говорит, ла иляха илляллах, лахуль мульк ва лахуль хамд, нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, лахуль мульк, и вся власть принадлежит ему, вся власть на небесах, на земле, все принадлежит ему. Так ведь? Его власть абсолютна. Если сравнить то, чем наделяет Аллах нас, если мы знаем, что кто-то на этой земле, кажется нам, он обладает властью. Так ведь? Он там директор какой-то организации, может быть, он там глава какого-то района. Да, Аллах кого-то наделяет властью. То есть, если у кого-то есть власть, значит, кто ему дал эту власть? Аллах. Но власть, которой обладают рабы его создания, она не абсолютна. Человек может быть в организации, думать, что он там властвует, да, но он не властвует душами людей. Он не властвует языками людей, мыслями людей. А Аллах, он властвует абсолютно всем. Вот это дерево, оно не подчиняется ни главе района, ни мэру, ни президенту, а все абсолютно подчиняется Аллаху. Поэтому власть Аллаха абсолютна. Он властен абсолютно над всем. Поэтому ляхуль мульк, вся власть принадлежит ему, ва ляхуль хамд, и вся хвала принадлежит ему. Каля, тогда Всевышний говорит, садака абди, правду говорит мой раб. Ла иляха илля ана, нет божества достойного поклонения, кроме меня, ли аль мульк, и вся власть принадлежит мне, ва ли аль хамд, и вся хвала принадлежит мне. Ва ида кали, когда раб говорит, ла иляха илляллах, нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, ва ла хауля, ва ла куввата илля билля, и нет ни силы, ни мощи, кроме как у Аллаха. Но хауль, кувва, если так вкратце объяснить, во многих книгах оно переводится как нет силы и мощи. Да? Но все-таки есть разница между хауль и кувва. Кувва — это сила, это возможность, это мощь Аллаха, она безгранична. А хауль, все-таки ученые говорят, что хауль — это как одно существо не может измениться ни местом, ни положением, кроме как соизволения Всевышнего Аллаха. То есть ничто не может меняться. Мусульманин не может стать кафиром, кафир не сможет стать мусульманином. Что-то маленькое не может стать большим, что-то слабое не может стать сильным, что-то сильное не может стать слабым. То есть все, что на небесах и на земле, они могут меняться только как по воле Аллаха. Поэтому, когда мы говорим «ля хауля ва ля куввата илля билля», мы должны понимать, о чем мы говорим. Не просто это сила и мощь. Да, сила и мощь — это хуа. Но хауль — ничто не может поменяться ни на земле,
ни на небесах, ничто, даже маленькие молекулы не может поменяться, не может поменять место, состояние, положение, кроме как по воле Аллаха. Поэтому, когда раб говорит: «Ла иляха илляллах», нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, «Валя хауля валя кувата илля билля», и нет силы и мощи, кроме как у Аллаха, «Каля», Аллах говорит: «Садака абди», мой раб говорит правду. «Ла иляха илля ана», действительно нет божества достойного поклонения, кроме меня, «Валя хауля валя кувата илля би», и нет ни силы, ни мощи ни у кого, кроме как у меня. Вот этот хадис в сборниках Ибн Маджа, Тирмизи, Ибн Хиббан, Хаким и других ученых хадиса. Ученые сказали, кто-то сказал это хасан, кто-то, например, имам Тирмизи сказал, что этот хадис хасан, например, Хаким сказал, что это сахих. Имам Захаби сказал, что это сахих. Поэтому, альхамдулилля, хасан, сахих, как бы хадис принимается. И тот, кто передал этот хадис от Абу Саид аль-Худри и от Абу Хурайра аль-Агар, Абу Муслим, он сказал, но последние слова, говорит, я не услышал. Последние слова. И он спросил у Абу Джафара, что он сказал. И вот эти последние слова Абу Джафар сказал: «Ман рузикахунна инда маутихи лям тамассухуннар». То есть последние слова из хадиса, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: и кому Аллах сделал уделом вот эти слова инда маутихи, во время его смерти, то есть кто умрет вот с этими словами, огонь не коснется его. Огонь не коснется этого человека. Вот, альхамдулилля, вот этот хадис указывает на то, что каждый раз, когда мы восхваляем Всевышнего, когда мы объявляем, сообщаем всем, что Аллах преславен, что Аллах, вся хвала принадлежит Аллаху, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, что Аллах велик и так далее, мы получаем подтверждение от кого? Аллах подтверждает нашу правдивость и говорит, что мой раб сказал правду. Если он будет, каждый раз, когда мы будем поминать Аллаха, будет подтверждать нашу правоту, иншаллах, в судный день у нас есть огромная возможность и надежда, что мы не будем воскрешены из числа лжецов, а будем из числа праведников, иншаллах, иншаллах. Вот это первая польза. Вторая польза. Когда человек превращает поминание Всевышнего Аллаха в образ его жизни, то есть в часть его жизни, не просто вот он, когда ему плохо, вспомнил об Аллахе, да, а потом забыл. Нет, мусульманин должен превращать вот эти назидания, вот эти благодеяния в часть его жизни. Это есть сунна пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть это есть природа пророка, характер пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Каждый раз, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям совершал какое-либо благодеяние, он превращал этот вид благодеяния в часть его жизни. Он никогда не делал, чтобы вот сегодня он что-то сделал, а потом это дело забыл. Нет. Если он это сделал, значит он это делал до конца жизни. И сподвижники, радийаллаху анхум, когда что-то видели в пророке саллаллаху алейхи ва саллям, например, он там до зухра совершил 4 ракагата сунны, или после зухра 2 ракагата сунны, да? Они это делали и делали до конца. До смерти они это делали. И они превращали любое благое деяние в образ жизни. Они жили этим. Не просто там один раз сделали и забыли. Коран почитали неделю, а потом год не читают. Такого не было. Или садака дали, а потом там 2 года не давали. Или месяц, 2. Не было такого. И вот, когда человек превращает вот в часть его жизни поминание, альхамдулилля, вот это поминание Аллаха является для него защитой от страшной беды, от страшной болезни, которого должны страшиться все мусульмане, которые должны опасаться все мусульмане. Это нифак. Это что? Это лицемерие. Потому что чем чище твое сердце, тем оно чувствительнее к этой болезни. И что? То есть, тем оно больше страшится этой болезни. Кто больше всего боялся нифаха? Это, альхамдулилля, сподвижники. Это самые лучшие члены этой уммы. Сподвижники, они больше всех боялись лицемерия.
И они говорили, кто меньше всех боится лицемерия, он больше всех находится в лицемерии. То есть только самый страшный лицемер, он не боится, что он лицемер. Поэтому сподвижники боялись лицемерия, что нифак может постигнуть их сердца, поразить их сердца. И когда мы знаем, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил одному из своих сподвижников имена лицемеров, кто подошел к этому сподвижнику и спросил: «Халь ана минхум?» Я тоже в числе этих лицемеров, а? Один из самых лучших, это Умар ибн Хаттаб. Он подошел и сказал: «Халь ана минхум?» Посланник меня тоже назвал лицемером. Вы представьте себе, да, как они боялись лицемерия. И лицемерие – это страшный недуг. И даже если человек совершает намазы, если человек думает, что он мусульманин, уверовал в Аллаха, это не значит, что он обезопасен, все, есть гарантия, что он не лицемер. То есть качество лицемерия, вот эти инфекции, вот эта зараза, да, она может оставаться в сердце. И человек, пока не избавится даже от качеств лицемеров, да, мы знаем хадисы, 4 качества, где говорится, 3 качества, да, пока мусульманин не избавится от этих качеств, он не избавится от лицемерия. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, просил у Аллаха: «О Аллах, мы прибегаем, мы ищем Твоей защиты». От чего? «Минан нифаки фи кальби». То есть я ищу Твоей защиты от лицемерия в моем сердце. «Ва минар рияи фи а'мали». И от показухи, рия, чтобы я что-либо делал не ради Аллаха, а ради того, чтобы кто-то увидел меня: машаллах, какой мусульман, машаллах, там он намаз читает, он постится летом, машаллах, да, или там хадж совершил, не куда-то там, а вот в хадж, машаллах, он такой праведный, он такой богобоязненный, все там спиртное пьют, а он не пьет, машаллах, все зина делают, а он не делает. То есть это все рия, так ведь, когда ты делаешь что-то не ради Аллаха, а чтобы кто-то тебя увидел, похвалил, там, зауважал, да? То есть поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, просил у Аллаха защиты, чтобы Аллах защитил его дела от рия. «Ва миналь кадиби фи лисани, фи альсинатина». То есть когда мы просим уже, мы имамы привыкли за всех просить, поэтому во множественном числе. То есть: «О Аллах, защити наши языки от лжи», потому что и ложь, и рия – это одно из качеств лицемера. Поэтому если человек всегда будет поминать Аллаха, это будет защитой для него от нифака. Потому что лицемеры, как Аллах описывает их в Коране, лицемеры, они даже если поминают Аллаха, Аллах как говорит, они поминают Аллаха лишь немного. Они не хотят поминать Аллаха. Для них поминать Аллаха, для их больных сердец не является наслаждением, не дает усладу для них. То есть они не отдыхают, поминая Аллаха, потому что у них болезнь. И поэтому Аллах Тааля говорит про мунафиков, про лицемеров, сурату Ниса, сура женщины, 142 аят. Аллах говорит: «Валя ядхкуруна Аллаха илля калиля». И они не поминают Аллаха, кроме как немного. То есть Аллах говорит даже, они не поминают Аллаха, кроме как немного. То есть они очень мало поминают Аллаха. Они очень мало поминают Аллаха. И они не любят те собрания, где поминают Аллаха. Они не хотят там сидеть. Даже если они пришли на намаз, даже если они поминают Аллаха, они стоят как на углях. И они вот-вот ждут, чтобы скорее намаз закончился, скорее, чтобы поминание Аллаха закончилось. И они не хотят поминать Аллаха. Поэтому, если человек, иншаллах, будет всегда поминать Аллаха, это будет защита для него от нифака. И Кааб, пусть будет Аллах доволен им, сказал: «Ман акфара зикраллахи азза ва джалля бариа минан нифак». И тот, кто будет много поминать Аллаха, то есть увеличивать количество поминания Аллаха, Аллах защитит его от лицемерия. Поэтому это одна из, альхамдулилля, великих польз
поминание Всевышнего Аллаха. И может быть поэтому, ученые говорят, может быть поэтому, вот по этой мудрости Аллах завершил суру Мунафикун, сура лицемеры есть, так ведь, следующими словами: «Я айюхалладина аману», о те, которые уверовали, «ля тульхикум амвалукум валя аулядукум ан викрилля». О те, которые уверовали, пусть не увлекают вас, не отвлекают вас ваше имущество. То есть это работа, это бизнес, это ремесло, все, чем мы занимаемся в этой дунье, да? Ваше имущество и не ваше имущество, не ваши дети, то есть это семья, даже во время намаза, когда мы стоим перед Аллахом, Аллах знает не только то, что у нас снаружи. Иногда мы показываем там хушу, да, смиренность, глаза закрываем, там, голову опускаем, да, что мы там такие смиренные. Аллах видит, что у тебя в сердцах, что у тебя на уме. Так ведь иногда что мы вспоминаем? Наше имущество. Кто-то там базарында жемешлерін қалдырған, думает, там, что там сейчас творится у меня там в магазине, там, в кафе у меня там, что там. И о чем думает? О детях, о близких думает. Так ведь? Кто-то о внуках думает. Поэтому Аллах говорит: пусть не отвлекают вас ни ваше имущество, ни ваши дети. От чего? Ан зикрилля, от поминания Аллаха. От поминания Аллаха. То есть вот Аллах Тааля предупреждает нас, чтобы все это, чем мы владеем, да, что для нас близко в этой дуне, оно не должно быть преградой для нас от поминания Аллаха. «Ваман яф'аль залика», и кто будет поступать так, то есть у кого имущество и дети, семья будет фитной для него, которые будут отдалять его от поминания Аллаха, которые будут мешать ему поминать Аллаха, фауляика гумуль хасирун, они будут с теми, кто будет в убытке, то есть они будут в убытке, хасирун. Суратуль Мунафикун, 9 аят. Вот поэтому это есть фитна мунафиков, это искушение для них, которые оставили поминание Аллаха, поддались вот этим мирским наущениям, мирским проходящим благам, и они оставили поминание Аллаха и погрузились в эту болезнь, которая называется нифак. Пусть Аллах убережет нас всех от этого. И когда у Али ибн Абу Талиба спросили про хариджитов, хаваридж, то есть как раз мы знаем, они вышли во время, это большая фитна, которая постигла поколение сподвижников, как раз вот во время Али ибн Абу Талиба, когда спросили про хавариджев, хариджитов, которые вышли против предводителя мусульман, которые вышли против вот этих великих сподвижников, да, мунафикунахум, то есть они, вот эти хариджиты, они мунафики, они лицемеры. Он сказал: аль-мунафикун ла ядкурун Аллаха илля халиля. То есть мунафики, они в основе, они не поминают Аллаха, кроме как немного. То есть вот здесь тоже есть указание на то, что мунафики, они не могут поминать Аллаха много. Поэтому мунафик, это его признак, он не может поминать Аллаха много. Поэтому чем больше мы будем поминать Аллаха, чем вот это поминание Аллаха будет заходить в наши сердца и, иншаллах, занимать все больше и больше и больше места, да, тем, иншаллах, нифак, лицемерие будет от нас дальше. И одно из свойств, признаков нифака – это малочисленное поминание Аллаха. Когда сердце не хочет поминать Аллаха. Когда ему поминать что-то другое, помимо Аллаха, приносит больше наслаждения. Когда ему, вот даже когда во время Рамадана, вот когда мы стоим, таравих намаз читаем, да, ночные наши стояния, когда мы стоим перед Аллахом, и когда имам вслух читает слова Всевышнего Аллаха, да, Коран, это есть самый великий вид поминания. Ничто не может быть величие Корана, да, когда мы
вместо того, чтобы наши сердца насыщались вот этим, наслаждались этим, да, многие, они не понимают этого. Для многих они ждут, вот когда сейчас страница закончится, да, ракагат закончится, и мы руку делаем, да, и это у многих проблема, потому что у многих проблема здесь. Но многие об этом не говорят. Вот я помню случай, когда Абуй подошел во время таравиха, после 4 ракагатов, мы когда просто отдыхали, воду пили, он говорит: Хазрат, говорит, вот ты мне скажи, пожалуйста, скажи, вот в чем проблема? Я говорю: а в чем проблема? Я говорю: когда вот у Салавата концерт слушаю, говорит, 2 часа, говорит, так все проходит быстро, говорит, даже не чувствую, говорит. А когда, говорит, имам читает одну страницу Корана, говорит, я так долго стою, так долго мучаюсь, говорит, в чем, говорит, проблема? Я говорю: проблема в тебе, Абуй. Наши сердца, они пока недостойны. Они недостойны пока слушать слова Аллаха и наслаждаться этим. Ведь Усман ибн Аффан что говорил, радиаллаху анху? Если бы сердца рабов очистились, если бы наши сердца очистились, они не смогли бы насытиться чтением и слышанием Корана. То есть, вот когда человек очень голодный, приходит, а там жена что-то красивое, там что-то очень вкусное приготовила, да? Вот иногда кушаешь и не можешь насытиться. Там уже все, там живот полный, да? Как говорят же, кусь туймы, да? Вот это нефс, да? А вот когда у тебя сердце, оно чистое, да, от нифака, от вот этих болезней, ты слушал бы Кур'ан и слушал бы, и не мог бы насытиться этим. Ты не мог бы насытиться. Вот поэтому Усман говорит, если бы сердца очистились, они не смогли бы насытиться, слушая Кур'ан. Но, к сожалению, у нас очень много проблем, у нас очень много болезней. И поэтому для нас, да, посидеть где-нибудь на концерте и послушать что-то другое, но не слова Аллаха, для нас приносит больше пользы. Но это не значит, что проблема в Коране. Нет, это проблема в наших сердцах. Поэтому вот это килляту зикрилля, то есть малочисленное поминание Аллаха. Когда человек не хочет поминать Аллаха, это есть признак лицемерия. И наоборот, когда человек стремится к поминанию Аллаха, когда человек наслаждается поминанием Аллаха, когда его сердцу приятно поминать Аллаха, да, альхамдулилля, это есть защита, это есть аман, то есть гарантия того, что он далек от нифаха. И человек, который всегда будет поминать Аллаха, Аллах не будет его испытывать лицемерием, потому что он всегда поминает Аллаха. Он всегда поминает Аллаха. И это испытание, то есть испытание именно лицемерием вот этой болезни для тех, кто забыли Аллаха, кто не поминает Его. Поэтому это очень важно. И вот даже вот когда в дороге, да, даже куда-то едешь, вот обратите внимание, да, есть же вот там какие-то стихи, какие-то песни, которые мы там в детстве там слышали, да, что-то там осталось, там какие-то там стишки, да, вот очень часто бывает, что вот человек едет там в машине, да, там, машалла, он Коран читает, а потом опять к этим песням переходит, к этим стихам переходит, вот уходит от Корана, уходит от поминания Аллаха, хотя вот поминание Аллаха, оно же больше должно приносить нам наслаждение. Вот поэтому это признак наших больных сердец. Поэтому пусть Аллах даст нам исцеление. Вот многочисленное поминание Аллаха – это своеобразная гарантия того, что Аллах избавит нас от лицемерия. Следующая польза. Аннаху шифаун лил кальби ва даваун ли амрадихи. Следующая польза поминания Аллаха. Поминание Всевышнего Аллаха является исцелением для сердец. Вот как раз у нас это наша проблема. То есть, поминая Всевышнего Аллаха, человек, даваун ли амрадихи, человек лечит болезни сердца. Именно поминание Аллаха, именно восхваляя Всевышнего Аллаха, именно прославляя Всевышнего Аллаха, мы через поминание Аллаха лечим наши сердца. И это является шифаун лиль кальб, это является исцелением, это уже результат наших лечений. И Макхуль ибн Абдилля, рахимахуллах, говорил, вот замечательные слова, это очень актуальные для нас слова, для нас, мусульман,
актуальные слова. «Зикруллахи та'аля шифаун, ва зикрун наси даун». Макхуль ибн Абдиллах, рахимахуллах, говорил, поминание Всевышнего Аллаха является исцелением, лечением, ва зикрун наси, а поминание людей является болезнью. Вот когда даже мусульмане, когда встречаются друг с другом, когда где-то собираются, если они будут поминать Аллаха, вот это поминание Всевышнего Аллаха будет лечением для них от всяких болезней сердца. Для них это будет исцелением. Но то, что мусульмане оставят поминание Аллаха и будут поминать людей, да вот там такой-то, это, особенно у нас вот про гайбат уж мы сразу злословить начинаем, да, неважно, мы будем вместо того, чтобы поминать Аллаха, будем говорить про людей, вот помнишь там такой-то, а он вот так сказал, а он вот такой, да он вообще такой, да, это болезнь для сердец. Поэтому, когда вы придете к братьям и увидите, что они вместо того, чтобы поминать Аллаха, они будут поминать там братьев, да, поминать людей, вы скажите им, что вот праведные предшественники, они предостерегали нас от этого и говорили, поминание Аллаха является исцелением, а поминание людей является болезнью. И также, это в этой же пользе, поминание Всевышнего Аллаха избавляет нас от черствости сердец, от жестокости сердец. Потому что сердце, которое мы оставили, которое мы лишили поминания Аллаха, оно начинает чернеть, оно начинает черстветь. И любое время, всякое время, когда сердце живет без поминания Аллаха, это как мы с вами говорили, это как то же самое, лишить сердца человека поминания Аллаха, это равносильно тому, чтобы лишить рыбу воды. Возьмите рыбу, достаньте из воды и лишите рыбу воды. Рыба умрет, рыба погибнет, и сердце погибает. Сердца черствеют из-за чего? Из-за того, что мы не поминаем Аллаха. И каждый раз, когда мы будем больше и больше поминать Аллаха, вот эта черствость сердец, оно будет уходить от нас. Оно будет уходить от нас. И ничто не может избавить сердце человека от черствости, да, кроме как поминания Аллаха. Поэтому, когда один человек подошел к Хасану аль-Басри, рахимахуллах, мы знаем, это один из самых знающих ученых из числа табигинов, да, и спросил: «Я Аба Саид, ашку илейка касвата кальби», то есть я пришел к тебе с жалобой на черствость своего сердца. Вот что мне делать? У меня черствое сердце. Оно не слышит, оно не понимает, оно не чувствует. Вот что делать? Черствость сердца. На что Хасан аль-Басри, рахимахуллах, сказал, он ответил следующим образом: «Адибху бидзикри», то есть ты раствори свое черствое сердце, чем? Поминанием Аллаха. То есть ты попробуй растворить его поминанием Аллаха. Поэтому, альхамдулилля, вот это великий вид исцеления, лечения нашего сердец от черствости, это есть зикр. Адибху бидзикр, то есть раствори его поминанием Всевышнего Аллаха. Это вот третья польза, да? Четвертая польза, и потом у нас пятая. Вамин фаваиди зикр. Следующая польза поминания Всевышнего Аллаха. Анна закира карибун мин мадкурихи. То есть мы должны понимать, что человек, который поминает Всевышнего Аллаха, он должен понимать, что тот, о ком мы вспоминаем, кого мы поминаем, он близок к нам. И чем больше мы будем поминать его, тем он будет ближе к нам. И вот эта близость Аллаха к его рабу, она особенная. Мы знаем, что Аллах может быть близок к нам и своей заботой, и своей милостью, и помощь Аллаха близко, и сила, и мощь Аллаха близко.
Да? Вот мы знаем много аятов, которые указывают на это. Например, Аллах говорит: «Инна Аллаха, воистину Аллах, ма'аллавина такау». Аллах с теми, кто проявляет богобоязненность. Таква, валлавина хум мухсинун, и с теми, кто совершает благие дела. То есть Аллах с ними, то есть Аллах любит их, Аллах их друг, Аллах близок к ним, своей заботой, своей силой, своей защитой. Валлаху ма'ас сабирин. Также мы знаем аят: Аллах с теми, кто проявляет терпение, Аллах с терпеливыми. То есть, как мы понимаем, Аллах дает им победу, Аллах дает им результат, Аллах дает им награду, Аллах помогает им, Аллах дает им облегчение после трудностей. Инна Аллаха лама'аль мухсинин. Есть еще аят: воистину Аллах непременно с теми, кто совершает благие дела. Суратуль Анкабут, 69 аят. И вот тот, кто поминает Аллаха, он должен чувствовать близость Аллаха. Потому что Всевышний, этот хадис в сборниках имам Аль-Бухари, имам Ахмад ибн Маджи, Хаким и в других источниках, где посланник Аллаха саллаллаху сообщил нам слова Всевышнего Аллаха. То есть это хадис Кудси, где Всевышний сказал: «Ана ма'a абди ма закарани ва тахарракат би шафата». Я буду с рабом моим тогда, каждый раз, когда он будет поминать меня, и он будет, и его губы будут шевелиться, поминая, то есть ради меня, из-за меня. То есть, поминая Всевышнего Аллаха, мы знаем, что это условие поминания, губы должны, то есть язык, губы, они должны выговаривать эти слова. Например, даже, не знаю, может быть, это у меня, как у имама, вредная привычка, я иногда смотрю, вот как братья намаз читают. Не как они руки ставят, да? Нет, не это я смотрю. Вот у многих братьев я вижу, они стоят, может быть, они недавно пришли, да? Они что-то читают, но губы не шевелятся. Это неправильно. То есть, когда ты читаешь Коран, чтением Корана называется что? Когда ты не думаешь, не про себя там просто думаешь, да, в голове читаешь. Ты должен выговаривать каждое слово. Ты должен выговаривать каждую букву. Например, ты там читаешь «Альхамдулиллахи раббил алямин». Да, про себя, но ты должен выговаривать все. И поэтому, когда мы просим у Аллаха, делаем дуа, мы не просто там думаем о чем-то, мы должны говорить это. Мы должны говорить: «О Аллах», мы должны обращаться к Нему. И когда мы поминаем Аллаха, поминанием называется то, что ты не просто думаешь, а то, что ты говоришь. И поэтому Аллах говорит: «Я буду с моим рабом каждый раз, когда он будет поминать меня, и его губы будут шевелиться». Его губы будут шевелиться, поминая меня. Поэтому, альхамдулиллах, тот, кто поминает Аллаха, он должен чувствовать близость Аллаха. Близость Аллаха, Его помощь, Его заботу, Его любовь, Его защиту, иншаллах. Это у нас 4-е. И 5-я польза. 5-я польза. То, что если человек будет всегда поминать Аллаха и будет постоянен в поминаниях Аллаха, то вот этот вид поклонения может заменить ему награду очень многих видов поклонения, которую мы, может быть, нашли бы только через имущество, то есть через именно те виды поклонения, где требуется от нас имущество, или где требуется от нас, может быть, какие-то физические возможности, да? То есть вот просто поминание Аллаха, оно может иногда заменить нам многие виды других поклонений. Вот пример. В хадис от Абу Хурайра, радийаллаху анху, что фукара уль-мухаджирин, то есть бедные мусульмане, да, из числа мухаджиров, они подошли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Они подошли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказали: «Я Расулаллах, захаба ахлю духур биль уджур ван наим аль муким». То есть обладатели имущества, богатств, денег, они зарабатывают все аджри. Вся награда им. Все награды им. Кто садака дает? Они дают. Кто закат дает? Они дают.
И юсаллюна кама нусалли. И они сказали, они также совершают намаз, как и мы совершаем намаз. То есть и мы, бедные, которых неимущие, и мы намаз читаем, и они намаз. Ваясумуна кама насум. Также они постятся так, как мы постимся. Но валахум фадлу амвалин яхуджуна биха ваягтамирун. Но они, помимо того, что так же, как и мы намаз читаем, и помимо того, что так же мы, как и мы, постятся, они еще, у них есть превосходство в имуществе. У них есть возможности в имуществе, и они посредством этих богатств, они совершают хадж и умру. Ваюджахидун, они совершают джихад, усердие на пути Аллаха, да? Ваятасаддакун, и дают садака. То есть пришли бедные сподвижники и спрашивают пророка саллаллаху алейхи ва саллям, вот что нам делать? Они обогнали нас. Все, мы там где-то сзади остались, потому что у нас нет возможности совершать хадж. И они же тоже слышали эти хадисы про хадж, про достоинство хаджа, про достоинство умры, но у них нет возможности, у них нет денег, чтобы совершать хадж, умру так, как совершали, например, те, кто обладает имуществом. У них нет возможности садака давать, закят давать, так, хотя они слышали эти хадисы, так ведь, им тоже этого хочется. И вот они пришли, что делать? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, должен им ответить. Так ведь, он должен им показать какие-то благие дела, которые могут заменить отсутствие денег. Так ведь, они не могут без денег делать все это. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, должен научить их чему-то, чтобы могло заменить это. И он сказал, аля уаллимукум шай'ан. И не научить ли мне вас тому, посредством чего вы достигнете, догоните тех, ман сабакакум. Вы догоните тех, которые вас обогнали. То есть они же пришли, вот, они там хадж делают, умру делают, садака дают, джихад, у них возможности, а у нас нет. Они обогнали нас. И вот пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, не научить ли меня вас тому, посредством чего вы достигнете, то есть догоните тех, которые вас обогнали, и опередите тех, которые остались после вас. «Валя ахадун якуну авдаля минкум илля ман сана аман санаутум». То есть, и никто не сможет быть лучше вас, кроме илля ман сана аман санаутум. То есть, кроме того, кто будет делать то, что вы будете делать. То есть я вам научу такое дело, вы будете лучше всех в чем-то. И таким же лучшим может быть только тот, кто будет делать то, что вы будете делать. То есть это дело. И, конечно, это обрадовало их. И они сказали, «Баля, я Расул, конечно, я Расул, научи, что надо делать, чтобы обогнать их, догнать их, так ведь». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Тусаббихуна ва тахмадуна ва тукаббируна хальфа кулли салятин» и так далее, до конца хадиса. И вот, то есть, вы говорите «Субханаллах» 33 раза, говорите «Альхамдулилля» 33 раза, говорите «Аллаху Акбар» после каждого намаза. То есть то, что мы с вами говорим, вот эти зикры, да, после совершения намаза, это является причиной того, что вот даже если вот эти сподвижники, они не могли делать хадж, не могли делать умру, то есть это все, оно заменило бы в аджре то, что они не могли делать. И, альхамдулилля, они обрадовались этому. И здесь, конечно, он не приводит, но тот, кто приводит этот хадис, говорит, что через некоторое время богатые, когда услышали этот хадис, они же тоже слышат, так ведь? Они тоже так начали говорить. То есть сначала неимущие обрадовались, что у них что-то есть такое, посредством чего они догонят их, да? Но потом богатые тоже услышали это. И тоже они начали говорить «Субханаллах, альхамдулилля, Аллаху Акбар». И они снова подошли к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, «Я Расул Аллах». Они все это услышали и тоже начали с нами говорить вместе. И вот «Фалямма сами'a ахля дусур». Вот, следующий абзац оказывается. И когда богатые обладатели имущества услышали все это, они тоже начали это делать. И они добавили эти благодеяния вдобавок к тому, чем они уже занимались. Они делали джихад, они делали умру, хадж, они давали садака, то есть посредством их имущества, да, они еще добавили этот зикр. И тогда
уже фукара, неимущие, они не могли с ними соревноваться, так ведь? Хотя они хотели соревноваться. И они пришли к пророку саллаллаху и сказали, что богатые тоже начали участвовать в этом благом деле. И на что посланник Аллаха саллаллаху сказал: «Далика фадлуллахи ю'тихи ман яша». Это, говорит, милость Аллаха, и Он дает его тому, кому пожелает. Поэтому, альхамдулилля, вот здесь мы видим, что зикр, поминание Аллаха, может быть заменой многим даже благодеяниям, которые, может быть, нам не под силам, но, альхамдулилля, мы получим награду этих благих деяний. И вот второй хадис, который приводит нам имам Тирмизи, Ибн Маджа, Хаким, Абдулла ибн Буср, радийаллаху анху, передает, что бедуин пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «Я Расуляллах, для меня совершать все предписания ислама, все правила предписания ислама, то есть для меня это много, для меня это трудно». Ну, человек недавно еще пришел, для него все это сложно. Может быть, он еще не дошел до этого, потому что разные люди были. И вот этот бедуин честно сказал: «Я Расуляллах, вот для меня все это трудно, тяжело. И фаахбирни бишейин аташаббату бихи». То есть, и ты научи меня чему-то, вот за что я буду цепляться. За что я буду цепляться вот в исламе. Научи меня какому-то благому делу. И пророк саллаллаху сказал: «Ла язалю лисанука ротабан мин дикрилля». То есть пусть твой язык не перестанет быть влажным от поминания Аллаха. То есть всегда поминай Аллаха. Всегда поминай Аллаха. И вот здесь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который обладал несомненной мудростью и который всегда мог найти ответ, который нужен именно этому человеку в этой ситуации, да, в этом положении. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, показал ему благое деяние, за что вот он должен цепляться. И вот ученые говорят, что если человек поднимет знамя поминания Аллаха, то Аллах непременно откроет перед ним врата других благодеяний. То есть для него, когда он все это увидел, ему показалось, что это очень трудно и что он не сможет это сделать. Но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не развернул его и не сказал: «Ладно, тогда будешь в аду гореть». Гореть тебе в аду, да? Как один брат рассказывает: я, говорит, первый раз пришел в мечеть. Первый раз, говорит, в жизни я пришел в мечеть. И меня, говорит, встретил один брат. Он его тогда не знал. И он меня спросил: «Ты намаз читаешь?» Я, говорю, такой: «Ну, честно сказать, нет, никогда не читал». «Так ты же в аду будешь гореть». Я такой: «Ну, ладно, там». Ушел дальше. Поднимаюсь по лестнице, и ко мне идет тот же брат. Еще раз поздоровался со мной и говорит: «Ты мусульманин?» «Да». «А ты намаз читаешь?» «Нет, не читаю». «Так ты же в аду будешь гореть». Я, говорю, что меня, говорит, смутило, то, что, говорит, тот же брат 2 раза меня встретил и сразу 2 раза, говорит, у меня спросил и одинаково ответил. Я, говорит, потом только узнал, что это близнецы, говорит. Это, говорит, разные люди, оказывается. Вот поэтому иногда мы вот так встречаем людей, да? «О, гореть тебе в аду, сын мой, все, иди». Да? Пророк, саллаллаху алейхи, помните хадис, где пришел человек и сказал: «Юноша, весь горячий, кипит», да? Он говорит: «Я Расуляллах, дай мне разрешение зина делать. То есть благослови меня, я хочу зина делать». Он же не побил его, он не сказал там сподвижникам: «Побейте его, чтобы он больше потом», да? Нет, он ему такой насихат дал, что перевернуло всю его жизнь. И он такой, альхамдулилля, такой насихат сделал всем нам. Сегодня вот когда кто-нибудь придет, молодой, да, ему тяжело уйти от этих фитны, от этих смуты, да, от этих искушений, и придет к нам за насихатом, и если мы неправильно его примем, да, если мы неправильно ему ответим, то это будет наша проблема в первую очередь. Вот пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он умел находить. Вот человек пришел, говорит: «Для меня, говорит, все это сложно. Ты мне скажи, за что мне цепляться?» Он говорит:
Поминай Аллаха всегда. Если вот ученые говорят, если человек поднимет над собой знамя поминания Аллаха, Аллах полюбит его. Аллах полюбит его. И Аллах вселит в его душу любовь к тому, что любит Аллах. То есть Аллах перед ним откроет возможность, желание, стремление к другим благодеяниям. Вот через этот зикр. Поэтому очень часто бывает, люди приходят, да, и он не хочет намаз читать. Он не хочет, даже вот, есть, например, женщина пришла, я, говорит, готова намаз читать. Я говорю, читай, машаллах, бисмилля, давай читай. Но я не готов платок носить. Я не могу сказать ему, извини, без платка это. То есть я говорю, не носить платок – это большой грех. Я не могу сказать там, давай ходи, бисмилля, без платка, сегодня 21 век, все ходят, да? Но не совершать намаз – это еще больший грех. Поэтому, если ты можешь, ты совершай намаз, но носи в сумочке платок, да? Вот пришло время намаза, неважно, где ты одень платок, стань перед Аллахом, возьми тахарат и прочитай этот намаз. Ты на работе, там, дома, я не знаю, но если на одну чашу поставить вот этот табарруч, когда женщина ходит без платка, да, а на другую чашу поставить то, что она намаз не будет читать, это же разные грехи. Поэтому всегда вот мы должны за что-то ухватиться. И вот он сказал, покажи мне то, за что я буду цепляться. Посланник Аллаха сказал, поминай Аллаха. Поминай Аллаха. И альхамдулилля, Аллах через это поминание открывает другие дела. Это же не значит, что ты, ладно, тебе разрешаю и намаз не читать, и там еще что-то. Нет, не об этом речь. Но человек за что-то должен ухватиться. Поэтому, альхамдулилля, вот польза поминания Аллаха в том, что Аллах полюбит того, кто будет поминать Его, и каждый раз, когда Его поминание будет больше, да, и проникать все глубже в его сердце, иншаллах, Аллах откроет перед ним возможность совершать другие дела. Поэтому мы же знаем, например, когда один человек подошел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, и вот есть человек, который начал совершать намаз, но он ворует. Так ведь? На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? Если он ворует, все, пускай намаз не читает, да? Он же сказал, если он будет искренен, то есть если он будет продолжать совершать намаз, то скоро его намаз запретит ему это дело. Поэтому его сердце исправится. И альхамдулилля, вот этот зикр, даже вот когда бывает так, что там иногда в такие компании приглашают, да, там очень тяжело говорить про намаз, очень тяжело говорить про там вот эти предписания, да, но иногда просто говоришь, вы хотя бы поминайте Аллаха, но Аллах же есть. Вы верите? Вот ты веришь в Аллаха? Когда тяжело, да. Но вот ты верь в Него, когда тебе легко. Ты вот утром просыпаешься, вот просто попроси у Аллаха своими словами. Он ни аят аль-Курси не знает, он ни фатиху не знает. Просто своими словами обратись к Нему. Скажи, о Аллах, вот альхамдулилля, рахмат сима, что ты мне дал возможность открыть глаза, а кто-то не открыл глаза. Так ведь? Дай мне вот хороший день, чтобы я сам был хорошим для всех, чтобы другие хорошо относились ко мне. Дай мне возможность совершать благие дела. Вот как один брат говорит, вот этим все, закончил урок, как один брат говорит, я, говорит, когда, Аллах дал ему испытание, произошло ДТП, и у него сломался там какой-то позвонок, сломался, и он уже сколько лет прикован к постели. Об этом услышали свидетели Иеговы. И все, говорит, они через день начали приходить ко мне. Я, говорит, начал верить им, а он сам татарин, ему бабушка все время говорила, ты мусульманин. Они каждый день ко мне приходят. Я, говорит, начал верить им. Потом, говорит, я начал просить у Аллаха, Аллах, говорит, дай мне истину, покажи мне истину. Потом, говорит, Аллах ко мне отправил таблиговцев, говорит. Вот нашли его, тогда еще таблиг, джамаат тут не был запрещен, да? И один день ко мне, говорит, свидетели Иеговы ходят, а второй день таблиговцы, говорит, они говорят, ля иляха илляллах, мусульманин, а те говорят, я, говорит, весь запутался, я не знаю, что делать. Потом, говорит, я сказал, и этим не приходите, и этим. Я, говорит, просто, говорит, начал уже, я, говорит, плачу и спрашивал Аллах, вот что истина, покажи мне. И альхамдулилля, он на намаз стал.
на намаз-то. Вот поэтому вот он искренне попросил у Аллаха, он уже все, я, говорит, запутался, я не знаю, и эти, говорит, что-то красиво говорят, и эти какие-то книги показывают. Вот я, говорит, просто искренне, прямо со слезами, говорит, у Аллаха попросил, говорит, истину. И альхамдулилля, вот сколько лет уже намаз читаю. Поэтому зикр, поминание Аллаха, это вот это то, за что можно цепляться, иншаллах, и это одна из польз поминания Аллаха. Субханак Аллахумма бихамдик, шаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Завтра у нас четверг, Шахбан, добавок. Поэтому давайте, дорогие братья, Айша радийаллаху анху говорит, что самое большее количество дней, когда большую часть месяца постился, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, да, из дополнительных постов, это Шахбан. Поэтому поститесь Шахбан, не ждите понедельника, не ждите четверга, поститесь и вторник, и среду, особенно первой половине Шахбана, потому что все, скоро Рамазан, дорогие братья, скоро придет великий гость, а мы должны готовиться и возрождать сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Джазакумуллаху хайр, саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.